Друзья, всем привет! Как вы сами видели, за бортом температура минус 24 градуса. Сегодня у нас 20 декабря, скоро Новый год. И мы опять на реке Печора, на нашей переправе. Как мы видим, кирпич еще стоит. Переправу, не знаю, залили, не залили. Но никто не ездит, дороги не чищены. На Ниве, в принципе, я проехался, но если бы была встречная машина, было бы проблематично разъехаться. Не знаю, успеет, не успеет открыть до Нового года. В общем, идем проверим наши три палки и попробуем добавить, потому что там, возле родной деревни, основные палки я поднял, убрал. Там сколько палок, 7, наверное, осталось, где маленькие налимчики. Ездил позавчера проверять. Друзья, всем привет! 18 декабря. За бортом минус 18 градусов. Прошло 4 дня, как уехал Андрюха, проводила его. Думал, пару дней монтаж роликов, то все. И отправлюсь, выйду на рыбалку, в избу, на озера, там где монстр, скорее всего это крупная щука, так и был не пойман. Порвал Андрюхе леску, покусал щуку. Короче, в планах было выехать на то озеро дня 3-4 и закрыть, можно сказать, сезон, который начинался с надежды на большую рыбалку. Ну, какой получился, вы уже увидели его. У меня выехать через 2 дня тоже не получилось. Прошло 4 дня, потому что домашние дела за неделю, то, что мы были на рыбалке, собрались. Домашние дела никто еще не отменял. В итоге пока одно, другое, третье. Прошло 4 дня. Сегодня суббота у нас, день отдыха. Но я еду в родную деревню, чтобы прокатиться до моих палок. Сегодня мы едем закрывать на Лиме сезон возле родного села. Увидимся на реке. Итак, друзья, вот мы и на месте. Вот наши палочки, в основном все подняты. Осталось, ну не считал где-то вот там 1, 2, 3, 4 вижу.
5. Так, 6 или 7 палок. Сейчас мы точно посмотрим. И что я вам хочу сказать. Пока ехал, паренек встретился на лошадке, который поставил вот буквально недалеко отсюда, метрах 300, наверное, чуть повыше, на правом берегу Печоры. Так вот, говорит, тоже поначалу ничего не клевало. Сегодня едет. Налим, говорит, есть 1 килограмма на 4. Ну так, мешочек есть, я конкретно не спрашивал. В общем, это говорю к тому, что был какой-то период, просто не было вообще хода налима, ничего не ловилось. Не знаю, связано ли это с новолунием или с каким-то давлением, но с чем-то было связано по-любому. Сейчас налим шевельнулся. У нас оставались здесь мелкие налимы, и есть большая надежда, что что-нибудь да нам попало. А так ли это, сейчас мы видим. Приступаем к проверке. Поехал тоже с такой надеждой, потому что, по слухам, как говорят, налим шевельнулся, налим начал попадать. Но там все было пусто. Налимчики живые. Получается, 4 дня на тот момент было, сейчас уже 6 дней. Получается, они там болтаются, никто их не берет. Видать, 100% попали не на то место. В общем, съездим. Скоро в планах поездка на озеро дня на 3-4, вот тогда и поднимем. Но пока съездим, сейчас посмотрим, что у нас там на 3 палках. Ну и если там будет возможность, добавлю там немножко, несколько палок, посмотрим. В общем, берем корыто, берем ведра, пешню и топаем пешком. Километра 3 здесь, наверное, 2, может быть, с половиной. Пешочком протопать надо. Надеялся, что переправа открыта, ну, ничего страшного. Потопали. Вот дотопали до своих палок. Пришлось. Сегодня пошел по реке. Думал, на льде нет, под снегом вода. Лучше бы я обошел и по дороге прошел. Ну ничего, главное, дотопали. Отдолбил первую лунку. Палочка где-то сантиметров на 10 подскочила. Это значит, вода упала сантиметров на 10. Все готово. Приступаем к проверке. Здесь у нас, как мы помним, было 2 маленьких налимчика. И есть шанс, что попадет трофейный. Главное, чтобы не уснул за это время. Погнали. Ну, Господи благословен. Только отдолбил, уже пленочка сразу. Ух ты, ух ты, ух ты. А намотали-то. О, еще язёк. В общем, вот такой, друзья, гирлянда у меня. Рыбная гирлянда. Вот такой вот язёчек дождался. И получается 1, 2, 3 налима. Этот уснул. Нет. Уснул. Эти 2 еще живые. Так, ну пока буду отцеплять, наверное, замерзнут они у меня на таком морозе. Вон как все запутали. Так что нет. Короче, заглотили. Заглотили, пошла кровь. Мучать не будем. Возьмем коту. Этого можно оставить пока на живца. Ладно, друзья, в общем, распутываем все. И закинем. Так что первый улов у нас уже на первой палке есть. Это вот такой язь. Ну и мелкий налимчик этот еще коту. И у нас вот там еще 2 палки. Пока выключаемся. Так. Готова вторая палочка. Как мы видим, по реке везде наледь. То, что я ходил, небольшая корочка, снизу все вода. Вот натоптал вот такую вот площадочку здесь. Надеюсь, сегодня она при этом морозе примерзнет. А так по всей реке, вот то, что был тонкий лед, его закидало вот таким вот снегом. И нифига лед не промерзает, пофиг ему эти морозы. Вообще беда.
На днях в деревне провалился снегоход, буран. Хорошо, что хоть человек не утонул. Вытащили как бы буран, потом все нормально. Опа, здесь у нас тоже все запутано. Кто-то здесь был и кто-то уплыл, скорее всего. Вот, все запутано. Походу язёчки хулиганили и ушли. Никого. Но было, видно, что было. По-любому это язь, наверное. Так что наживляем, отпускаем. И будем ждать улова. Рыба здесь есть. Это однозначно. А под конец, наконец, сейчас я что-нибудь туда баночку повешу, чтобы натяжка была. Так, ладно, выключаемся. Так, ну вот и третья палка. Здесь у нас тюрьма, здесь у нас продольник. Смотрим. Так. Тюрьма идет. Мальки живые, это хорошо. Это очень хорошо. Так, что у нас там? Особой натяжки нет. Но небольшая натяжечка есть. Что-то небольшое идет. Походу уже дохлое. Скорее всего это налим. Потому что не дергается. Нет. А, да, налим. Вот он. Такой налимчик был. И сдох. Так, что-то там еще идет. Небольшое. Все. Еще один мелкий налимчик. Сдох. И что-то еще дергается. Мелкий налим, наверное. Да, вот маленький налим. Он у нас пусть плавает. Видать, крупного налима здесь тоже не видать. Ладно. Так. Это белому. Ну, этот уже все тоже. Жабры белые. Налимчик был, налимчик сдох. Так что белому будет сегодня праздник. Вот такой вот налимчик. Это грамм на 300, наверное. Ну все, теперь наживляем, отпускаем. Остатки мальков кидаем в тюрьму. И в лесочек за палками. Сколько успеем, столько поставим. Ну, палок 10, я думаю, воткну, как минимум. И на следующей проверке уже будет надежды больше. Вот такая вот, друзья, у нас короткая проверочка. Ролик, пожалуй, я залью, чтобы показать вам, что я дома просто так не сижу, что так я занимаюсь. Да, немножко отдохнул. Но не то чтобы отдохнул, занимался домашними делами. Дела накопились за неделю отдыха на рыбалке. Ну, как все сделаю. Сейчас по прогнозу неделя морозов у нас. Ну, относительно морозов. Около 30, 28 там. О, куропатка летит. Вот она. Вот она, куропаточка. Я не знаю, видно, не видно ее. Белую на белом навряд ли увидите. Решила попозировать. Мужики, смотрю, там приезжали, тоже палки ставят на налимов. Или ставят, или проверяют быстренько. Там стоят палки тоже. Раз, две палатки здесь, 3 палаток, 5, 6. Народ рыбачит. Съездим на рыбалку на озера, я так планирую, до Нового года. Ну а после Нового года начнутся морозы. Я так думаю, мы здесь еще порыбачим. Может, тоже поставим палаточку. В общем, увидим. Такие вот планы минимум-максимум. И всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак. Скоро, надеюсь, рыбу мы будем все-таки ловить, а не просто так ходить на речку. Но сегодня тоже домой без улова не придем. Кот будет доволен, и это уже хорошо. Ну вот, друзья, не знаю, видно, не видно. Но дело сделано.
Теперь этот участок у нас называется не 3 палки, а 10 палок. Хотел закинуть 10, не получилось. Лед очень, как бы сказать, не лед, а каша. По колено проваливаешься, воды очень много, а под водой лед очень тонкий, 2-3 сантиметра. А под ним опять же много шуги. Не знаю, что за лед, не знаю, будет, что не будет попадаться. Но вот, если не знаю, видно, не видно, там вот 9 палок. И вот она 10-я, ближе к берегу. Хотел сюда еще парочку сделать, но не успел. В лесу тоже палки рубил, когда по пояс снега. Так что день короткий, день закончился. Ничего не успел сделать. Но 10 палок это не 3 палки, правильно? Значит, на следующей проверке уже больше надежды, что что-нибудь да попадется. А сегодня мы уходим домой вот с таким вот уловом. Один язь, ну и налимчик. Вот тут еще 2 маленьких. Это угощение коту. Так что какая-никакая рыбалка получилась. Выход был. Находился, надышался, надолбился, начистился. Разрядку, зарядку получил. Все хорошо. Так что до следующей проверки и до встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока.